Жительница Якутска ранним утром на домашний телефон с неизвестного номера позвонил человек. Голосом, похожим на мужа, он сообщил, что совершил наезд на человека. Затем трубку взял якобы сотрудник ГИБДД, который убедил женщину в том, что может пойти им навстречу. За определенную сумму он сможет сделать так, чтобы мой муж избежал уголовной ответственности. Моему мужу светит от 2 до 6 лет лишения свободы. Я, конечно же, согласилась, потому что в тот момент я ни о чем не думала, кроме как о своей семье. Таким образом, женщина перевела мошенникам 95 тысяч рублей. А когда обнаружила, что с ее мужем все в порядке, номер мобильного злоумышленников был уже недоступен. В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Преступления подобного вида раскрываются не быстро. Это очень долгая, кропотливая работа, потому что, как правило, злоумышленники находятся за пределами Республики Саха-Якутия. Инспекторы ГИБДД о подобных случаях знают. К ним регулярно поступают звонки с жалобами от граждан о хищении денежных средств. И ДТП – один из часто используемых уловок. Сотрудники госавтоинспекции могут звонить гражданам и сообщать о фактах ДТП с их близкими или родственниками, приглашать, к примеру, для дачи информации, опознания и так далее. Однако ни в одном из таких случаев речь не идет о деньгах, их перечислении или передаче третьим лицам. С начала этого года в Якутии уже зафиксировано 12 подобных эпизодов мошеннических действий. При этом номера телефонов, с которых звонят злоумышленники, зарегистрированы в других регионах. Чаще всего мошенники делают упор на чувствах и доверии граждан, поэтому не стоит спешить выполнять инструкции, полученные в СМС-сообщениях или звонках от незнакомых лиц, особенно если это связано с крупной суммой денег, вашей банковской картой или другими личными данными. Лучше потратить пару минут и связаться напрямую с родственником или его друзьями, чем потом жалеть о потерянных денежных средствах. Фозвареса Роберт Набиев, Вести, Якутск.